Аваза саш бирашты абон интернеты социалон хышты. Асын огаждырта на телефонта байзагышты аллахужон нефта жарджыта ама видеоклиптай. Дуа ажыражманым автомай аппыт социалон хыштайдар арбазан гаракотта қалзаг ама жардамазауга жарыг. Зангарак, зангарак, наваканзихей, рассугду тонив гуно тавар пинонтан хей. Зангарак, зангарак, наваканзихей, рассугду тонив гуно тавар пинонтан хей. Жынарғым болты абон наравдышты важдеташты курдячын чыжыты жарак ганжыты бешолты Диана, ама Маргиты Ирина Агашным сауд. Девочки, очень приятно вас видеть. Вы давно завоевали сердца телезрителей не только своим талантом, но и дружбой. Давно ли вы знакомы, давно знаете друг друга? Да, мы знакомы давно. Можно сказать, что нас подружил и познакомил Горский аграрный университет. Сначала мы познакомились на студенческой весне, такой любимый всеми фестиваль. Мы помогали друг другу, поддерживали. Ну, так подружились. Вот. А дальше мы много участвовали, представляли вуз на различных фестивалях, не только в нашей республике, но и за ее пределами. И вы знаете, что это сближает, поездки всегда сближают, и мы так и подружились, не только в конкурсах, но и в целом в жизни. Музыка нас связала. Вы, наверное, очень часто слышите, что ваши голоса очень красиво звучат вместе, да? Мы это сами понимаем. Из-за этого поем вместе дуэтом. Нам просто легко друг с другом, потому что на самом деле петь дуэтом сложно. Слышать друг друга, понимать, что каждый из нас хочет. Ну, когда ты поешь сольно, ты берешь ответственность только за самого себя, а когда ты поешь дуэтом, это большая ответственность, и если что-то сделаешь не так, то ты подведешь и себя, и своего партнера. Так что вот так. Ну, с Ирой у нас никогда не бывает разногласий. Мы как-то понимаем, где кто ярче звучать будет, где кто ну, красивее, скажем, та строчка ей подходит, а мне это. Ну, мы не спорим. Про аграрный университет очень часто можно услышать, что это еще институт искусства, да, потому что там каждый год выпускаются очень талантливая молодежь. Так и есть. У нас функционирует дворец культуры и работают различные кружки художественной самодеятельности. Это и оркестр народных инструментов, и студия вокала. У нас есть кружок КВН любителей юмора. И, естественно, наш ансамбль, заслуженный ансамбль народного танца «Горец». То есть у нас и поют, и танцуют, и играют на инструментах, шутят. И шутят. Да. Вот Ира, кстати, играла в КВН когда-то. Ира, да, очень часто ты бываешь на конкурсах, на фестивалях, на выездных, получаешь первые места. Самая важная для тебя награда из них? Самое важное – это «Золотой голос России» в Москве. Проходил в Останкино. Там взяла первое место. А самое долгожданное это был конкурс «Дельфийские игры». Я каждый год выступала, мне каждый год давали третье место. И я когда уже вот третий год я шла, и мама мне говорит: не иди, тебе по-любому ничего не дадут опять. Я говорю: да нет, я должна пойти. И выступаю, и потом в конце объявляют места и говорят: вот первое место. У меня аж слезы появились на глазах. Диана, ты тоже очень часто выступаешь и на фестивалях, на конкурсах. Самая запоминающаяся поездка, может быть? Ну, это, конечно, делегация нашего вуза. Мы собираем лучших, талантливых студентов и выезжаем на фестивали. В последний крайний раз это была Уфа. Не помню, какой год. 2019. Вот мы как раз с Ирой были вместе в этой поездке. Запомнилось, потому что мы сдружились, мы сплотились, мы выиграли очень много первых мест. В общем, представили вуз, и это, конечно, запоминается, оставляет. А где вы работаете сегодня? Ну, я, окончив аграрный университет, осталась там работать в Дворце культуры, в отделе воспитательной работы. То есть вся внеучебная работа, получается, мы занимаемся ей. Это сложно. Это нелегко.
Я сейчас работаю в следственном управлении при МВД помощником следователя, стажируюсь. Но тоже поработала с детьми в поселке Заводском, в Дворце культуры. Мне очень нравилось. Ты с ними учишься, ты с ними развиваешься, ты с ними общаешься. Мои ученики тоже выезжали на конкурсы в Крыму, брали призовые места. В общем, я очень рада. Девочки и Диана, Ира, вы сами пишете песни, музыку. Для этого нужно всегда вдохновение. Откуда вы его берете? Из жизни. Не знаю, из окружающих нас каких-то событий хороших, от друзей, от хорошей погоды. Но у меня больше текст получается писать. Я именно пишу текст, сразу у меня появляется в голове, я беру телефон, пишу в заметках, а потом уже с музыкой намного легче. Ты приходишь и дома на пианино садишься и подбираешь себе музыку. Мне, кстати, тоже с музыкой полегче, а вот с текстами своих песен я люблю осетинскую музыку. На дегорском языке, на осетинском, но я не настолько владею языком, чтобы писать тексты. У меня есть пара-тройка песен, но со своими текстами. Но там я просто мучила словарь своих родителей, своих друзей, и я им передаю свои мысли на русском, они мне переводят на дегорский язык, и таким образом у меня получались песни. Мы сегодня с нетерпением ждем в вашем исполнении песню. Какая она будет? «Белая зима». «Белая зима», София Ротару, Новый год, праздник. Ну что, девочки, просим вас тогда на сцену. То ли вечер ворожит за оконницей, то ли полночь разлилась за окном. Сердце тихонько стучит, да не колеса. Ой, ой, мне смешно, смешно, смешно. А белая зима началась внезапно, вышла и метет, метет, метет. А я режу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год. А белая зима началась внезапно, вышла и метет, метет, метет. А я режу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год. Сколько снега намело, что не верится, сколько звездочек зажглось, чем тушить. Может, я спрошу совет у метелицы. Ой, ой, как мне быть, любить, любить. Ай, белая зима началась внезапно, вышла и метет, метет, метет. Ай, я решу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год. Вышла и метет, метет, метет. А я режу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год. Ай, белая зима началась внезапно, вышла и метет, метет,
метет. А я решу сама, что мне делать завтра, а завтра ночь